иностранный гражданин не имеет права занимать руководящие должности в муниципальных и государственных органах нашей страны. Именно это являлось одной из причин, за что арестовали Кубанычбека Кулматова, и буквально уже полгода он сидит в СИЗО ГКНБ. Следствие старается доказать его российское гражданство. При этом я считаю, что у ГРС больше совести. Они уже отказались от данного обвинения, но сегодня упорно следствие ГКНБ продолжает искать, за что еще дальше продолжить держать Кулматова в застенках. Я теперь хочу обратиться лично к председателю ГКНБ. Дело в том, что на официальном сайте Федеральной налоговой службы России есть информация о Таалайбеке Насербековиче Сарыбашеве, обладателе российского паспорта за номером 501-661-45-63. Этот паспорт был выдан гражданину Сарыбашеву 19 ноября 2016 года. Дата выдачи, как я сказала, 19 ноября, дата рождения 11 сентября 1971 год, место рождения село Гульча Алайского района, то есть это безошибочно является гражданин Сарыбашев. И на сегодняшний день адрес места жительства по прописке Новосибирск, улица Лескова, 173. Если ввести эти данные в сервисные услуги «Узнай свой ННН», то сайт сообщит, что данному гражданину в России присвоен ННН 540962 и так далее. Любая ошибка исключена. То есть это значит, что Федеральная налоговая служба России знает Сарыбашева как российского гражданина с российским паспортом и ННН. Вот в связи с этим я бы хотела обратиться к председателю ГКНБ, выяснить, когда господин Сарыбашев стал гражданином Российской Федерации, законно ли получил паспорт Кыргызстана и на каком основании он являлся, будучи иностранным подданным, губернатором Ошской области и сегодня мэром города Аша. Пожалуйста, по вашей же, так сказать, методике, по вашей схеме посадите Сарыбашева Таалайбека Насербековича в СИЗО ГКНБ и 5 месяцев доказывайте, имеет ли он российское гражданство или не имеет ли российское гражданство. Ну, потом извинитесь и отпустите, если не так. Но вот данный ННН у меня подтверждает, что он является гражданином России. Я прошу председателя ГКНБ ответить официально через средства массовой информации или на комитете, на заседании Комитета по международным делам, обороне и безопасности. Спасибо.